Приветик всем! Выхожу в эфир в праздничный день. Вот с таким э, вопросом от клиентки. Я, конечно, была удивлена, что до сих пор современные девушки, уже молодые, задают такой вопрос, потому что ну, для моего поколения этот вопрос более или менее так органичен. А вот для поколения уже моих детей, то мне кажется этот вопрос немножко странным, потому что, ну, вроде как ответ просится, то есть он очевидный, да? Вопрос такой: может ли девушка проявлять инициативу в отношениях с мужчиной? Ну, имеется в виду инициативу, чтобы отношения эти каким-то образом завязались. Так вот, понимаете, вот 8 марта – это праздник. Это праздник, который а, напоминает нам о том, что когда-то наши бабушки, наши прабабушки и много-много, я думаю, тысячи поколений женщин, может быть, миллионы, с момента с того момента, как возникло человечество, выбрать мужчин не могли, никакой инициативы они не проявляли и не могли проявить. Еще 100 лет назад женщина жила сначала в семье отца, девочка росла, потом ее в довольно молодом возрасте, даже было и 13 лет в некоторых странах. То есть сегодняшние дети могли просто выдать без всякого ее согласия замуж, и там она должна была любить того, кого ей выбрали. Ну, может быть, старого деда, может, еще кого-то, кто ей был совершенно абсолютно неприятен. И получается, что вот сегодня, когда женщина за последние 100 лет стала суперсвободным человеком, да, ну, благодаря, конечно, и индустриализации, женскому движению, там очень много разных факторов. И мы, наверное, всего лишь там третье или четвертое поколение, для которых это естественно и нормально. Более того, сегодня женщина освобождена от очень тяжелого домашнего труда. То есть это я помню, как мама стирала, сколько времени без всяких стиральных машинок тратилось на стирку, например, да, на домашний труд, на готовку, на то, чтобы шить одежду и так далее, и так далее. Все это делала дома женщина. Ну, не говоря уже о том, что уход за детьми тоже требовал огромного внимания. Кроме того, женщина может сейчас принять сама решение, рожать или не рожать. Раньше такого не было. Никаких контрацептивов, ничего не существовало, никакого выбора. Далее, женщина может контролировать, сколько она хочет рожать детей. Женщина может выбрать себе партнера, женщина может не выходить замуж. Это тоже раньше, ну, это было практически невозможно. Даже еще в советское время вроде бы как брак был свободным, но в то же время не выйти замуж было, ну, как-то так стрёмно, да? И что сейчас? Сейчас получается, что женщина, ну, практически, практически так же свободна, как мужчина. Ну, я не говорю о каких-то вещах, которые все равно еще ограничивают нас. Это и, конечно, то, что когда мы рожаем детей, воспитываем детей, то мы не можем нормально работать профессионально, то есть женщина разрывается между детьми и работой. В этом смысле она, конечно, более ограничена, чем мужчина. И ограничена в карьерном росте, потому что дети требуют большого внимания. И у нас, к сожалению, детьми в основном занимаются по старинке женщины. И получается, что вот этот вопрос все равно есть. Имею ли, как это, вот когда я проявляю инициативу? Ну, конечно, если мы свободные люди, то мы имеем право проявить такую же инициативу, как и мужчины. Соответственно, если мне человек нравится, то я подойду к нему и скажу ему об этом. Соответственно, часто, между прочим, женщины, которые так делали, более успешны, чем женщины, которые всю жизнь ждали и так никого не дождались. Потому что, ну, не будет такого, что кто-то придет, нас спасет, кто-то нас защитит. Не те времена. Значит, свободу, права нужно брать. Никто нам их не даст. Опять же, любить по приказу тоже не получится. То есть, если я все-таки решилась подойти к мужчине, который мне нравится, или написать ему, то это не значит, что этот мужчина мне ответит сразу же согласием. Я могу ему не понравиться. То есть нужно понимать, точно так же мужчина, который проявляет инициативу, точно так же рискует, что ему откажут. Но вот тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А мы сегодня шампанское обязательно выпьем в честь нашего дня. И я, кстати говоря, возвращаясь к нашему празднику,
все мои друзья-мужчины знают, что меня не надо с этим поздравлять, потому что, ну, для меня это просто вот день напоминания о том, что в отличие от моей мамы, бабушки и многих-многих поколений женщин, до меня я свободный человек. Я очень ценю это. Я очень-очень это ценю. И я благодарю и женское движение, благодарю вообще всех людей, которые помогали женщине быть более свободной, более счастливой, более независимой. И что нам осталось? Нам осталось только понять мужчин, больше понимать мужчин. Поскольку мы уже довольно независимые люди и принудительных, что называется, отношениях нет, то важно научиться понимать, как устроен мужчина, для того, чтобы быть в гармонии и в счастливых отношениях. И в завершение, наверное, хочу сказать немножко про сайты знакомств. Как знакомиться? Конечно, сайты знакомств – это очень хорошая штука, это классно. И есть люди, которые там находят своего партнера или жену, мужа, друга, неважно, подругу. Но в целом, конечно, 90% там сидят люди с социофобией, то есть с таким избегающим типом поведения. Те, которые в обычной жизни не могут себе подойти вот так вот, неважно, это мужчина, женщина, и познакомиться с другим человеком, и не просто познакомиться, но и начать с ним отношения. И будущее, наверное, все-таки за тем, чтобы сначала все-таки понимать, да, какие у нас общие интересы. Для этого я бы рекомендовала знакомиться по старинке. По старинке это значит на работе. И, наверное, будущее все-таки за сообществами по интересам. То есть, если, например, мне нравится психология, мне будет интересно очень познакомиться с мужчиной, которому тоже нравится психология. У нас будут общие темы, да. Если я хочу вырастить яблоневый сад, то я, наверное, хочу познакомиться с мужчиной, которому тоже это интересно, да. Он будет со мной выращивать этот сад. Кому-то интересно родить детей, воспитывать детей. И много-много всякого разного другого. То есть общие интересы. То есть сначала мы ищем общие интересы, знакомимся и сближаемся. Вот, и неважно, чья это инициатива. А потом уже, что называется, возможно, дело дойдет и до близости. Я думаю, что это вот самый такой гармоничный и классный путь к здоровым отношениям. И последнее, наверное, что я хочу сказать, что любовь, вот сейчас уже говорят, что такое любовь, да? Ну, уже выясняется, что мы, наверное, все уже это знаем, догадываемся, что влюбленность и любовь – это абсолютно разные вещи. Влюбленность – это такое эйфорическое чувство, гормональное, длится недолго, проходит быстро. А вот любовь – это, вот раньше говорили, любовь – это труд. Но, к сожалению, да, это социальный навык. И если нас не научили любить, например, нам родители не показали, как любить друг друга, к сожалению, нам придется этот навык осваивать самим. Это труд, это понимание другого человека, это учитывание его особенностей, особенно с возрастом. Поэтому говорят, что после 40 лет свидания превращаются, знаете, похоже больше на собеседование. Кстати говоря, и это правильно. Будем подходить к любви разумно и учиться этому. Так что любви нам всем. И всех нас, девочки, с праздником. А мужчинам признаемся просто в любви и стараемся их понять. Пока-пока. Пока.